Здравствуйте, друзья! Всем привет! Вот, сидим на карантине уже больше месяца. С 25 марта уже жесткий карантин, а так чрезвычайная ситуация 21 марта. Это Бишкек, Кыргызстан. Ну, что я хочу рассказать, что меня возмутило. Ну, как только вышел закон о карантине, вышел закон, что не отключать услуги при несвоевременной оплате. Ну и что вы думаете? Наступает 1 мая, смотрю, интернета нет. Ну, я давай названивать в службу. Во-первых, до них не дозвониться. Звонила, не дозвонилась, еле-еле дозвонилась. Потом спрашиваю: друзья, а в чем дело-то? Вроде бы закон вышел, что не отключать услуги при неоплате. Ну, говорит, а мы не знаем. Нам этот закон не закон. Нам начальство не сказало не отключать. От нашего начальства такого указа не было. Я говорю, ну, друзья, я вот как законопослушный гражданин сижу дома, никуда не выхожу, соблюдаю закон. А вы меня сейчас заставляете идти 2 километра пешком и оплачивать услуги через терминал. А я, друзья, через терминал не люблю оплачивать. Но я им говорю, а я через терминал вообще не оплачиваю. Я говорю, что лишние эти проценты, которые он снимает, я говорю, мне не лишние они. Ничего не знаем. А я очень редко оплачиваю через терминал. В основном стараюсь оплачивать там, в кассах. Почему я не люблю через терминал оплачивать? Ну, во-первых, иногда не выходит чек. Потом трясешься, думаешь, пройдет оплата, не пройдет. А если она не пройдет, то что же, как же? Потом доказывай. Лишняя морока, как говорится. Ну, я потом посчитала, посчитайте, вот я посчитала. Если оплачивать все услуги через терминал, то получается, что 45 сом я буду платить какому-то дяде. А это мне надо. Вот. Не такие уже большие зарплаты мы получаем. И пенсии. Ну и вообще. Я как-то вот не собираюсь платить дяде какому-то свои собственные деньги за услуги. Вот. 45 сом. Я вот сейчас вам покажу, что я могу купить за 45 сом в магазине. А за год это получается 540 сом. Это 2 килограмма мяса. На 540 сом у нас вообще много можно что купить. Ну вот. В общем-то, все равно мне пришлось идти и оплачивать этот интернет через терминал. Ну вот я с вами хотела поделиться этим, что вот, пожалуйста, карантин, вроде бы все твердят кругом и по телевизору, и кругом везде, люди, не нарушайте карантин, сидите дома, услуги не будут отключать. А тут, оказывается, нет.
Ну вот сейчас я вам покажу, что я могу купить за 45 сом в народном магазине. Народном. Но я говорю, а за 540, я много чего могу купить. Итак, что я могу на 45 сом купить? 600 грамм сахара, куб. Чуть-чуть добавлю, кант. 900 грамм. Так, килограмм сахара на 40. Вот по акции чай за 47. Вот по акции чай по 37. Это магазин народный. Так. Вот. Почти 2 пачечки таких чаю палочек хлебных. Понимаете, как я много могу купить на 45 сом. 4 сома добавлю, сушки с маком куплю. Вон, тортики за 55 могу купить. 10 сом добавлю. Ой. Хлеба могу 3 булки на 45 сом купить. 3 батончика Несквик могу купить. Вот, по акции могу 2 батончика сникерсов покупить. 3 сома добавлю. Вы представляете, сколько я могу на 45 сомов купить? Почему я их должна дарить дяде? Вот, акция. Шоколад Казахстан, кстати, супер шоколад, он мне очень нравится. 45 сомов по акции. Еще раз повторю, почему я должна какого-то дядю кормить. 30 сом добавила, литр масла. Полкило банан. Спагетти Ролтон по 42, 400 грамм. Султан по 43. Ролтон спирали по 38. Представляете, сколько я могу много купить за 40, на 45 сом. Вот. Вот этих пакетов я могу купить. 2 штука. 2 штуки пакетов. 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук я могу купить на этих Нескафе кофе. А хлеба? Я 4 штуки булки хлеба могу купить. 4 булки хлеба. 3 сома добавлю, 4 булки хлеба. Вы поняли, друзья, почему я, допустим, предпочитаю ходить и оплачивать все это не в терминалах, а в местах оплаты. Вот горошек 35 сом. Конечно, я не еду специально туда оплачивать. Я все делаю по пути. Так. Свекла 33 сома килограмм. Редька 33. Капуста 23. Вот. Литр молока. Коровьего, либо белая река. Еще сдача будет. Творожок по 45. Вот такой сметаны я могу купить. 2 штуки. И срок годности нормальный. Абсолютно нормальный. Это я в этом уверена. Вот творог. 200 грамм по 39 сомов. А вы понимаете, сколько я могу много чего купить на 540? Потому что если эти 45 умножить на 12 на год, это 540 сомов
540 здесь очень много чего могу купить. Жалко, что здесь мясо не продается. Так я могу 2 килограмма пельменей купить. 2 килограмма мяса на базаре могу купить. Вот, друзья, почему я не люблю пользоваться терминалами. И я могу очень много не только продуктов купить, но и разных мыломоющих средств на 45 сом. Также несколько кусков мыла могу купить. Перечислять очень много можно, чего я могу купить на 45 сом. А на 540 вообще немыслимое количество. Самое главное, 2 килограмма мяса. Ну вот, друзья, показала, что можно купить на 45 сомов в народном магазине. И теперь решила просто погулять по городу. У нас уже все внутренние посты сняли. Остались только внешние на выездах из города. Вот выезд из города, стоит блокпост. На всех выездах из города стоят блокпосты, а внутрь не сняли. До 11-го должны ездить все машины с пропусками. Сказали, что будет все равно контроль и за пешими, и за автомобилистами. Авторские уже открыли. Вот они. Ну, аптеки у нас всегда работают. Сегодня вот у нас выходной, а машин много ездит. Хоть и карантин. Идет автомобилистам. Штрафные она выписывает. Минский рынок. На нем не было. Здесь я не была уже месяц с лишним. Ну и даже и не захочется сюда и ходить. Лучше в магазин. Потому что, видите, на каждом углу милиция стоит. Полиция. Там, возле Мегакома, тут. В общем, хожу по рынку, как дикарь. Просто так вот. Такое ощущение, как это в городе не было давным-давно. Ну, что мне приятно удивило, цены ни на что не повышены. Какие были цены, такие и остались. И, в общем-то, больше мне никуда не хочется идти, гулять, потому что это совершенно что-то неинтересно. Пойду сейчас домой. Так что всем пока-пока. До новых встреч.